Доброе утро, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 и НВК Саха. В эфире доброе утро. И, конечно, сегодняшнее утро проведем с вами мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. На календаре 18 мая, день недели вторник, и сегодня отмечается Всемирный день музеев. А так мы сегодня из нашей программы узнаем, какие интересные композиции приготовил Краеведческий музей имени Емельяна Ярославского. Побеседуем также со специалистами Якутского научного исследовательского центра о том, какой сорт картофеля подходит для ранней посадки. Поучаствуем в конкурсе от Национальной библиотеки в рубрике «Книжная полка». Также в течение нашего выпуска расскажем вам о прохождении ледохода в городе Якутске. И по традиции мы, конечно же, подготовили для вас наши постоянные рубрики. Также хотим напомнить, что мы работаем в прямом эфире. И, конечно же, все ваши поздравления либо предложения мы принимаем на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну и, конечно, переходим к прогнозу погоды. По данным Якутского гидрометцентра, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 3-4 градуса мороза. В Заречной группе -2 до 0 градусов, в южных 3-4 градуса мороза. В Вилюйской группе 3,5, в Нижнеленских 1,3 градусов мороза, в западных 4,6. В Колымэй-Дигирской группе -2, +10 местами. В Янских 4,11 градусов тепла. На северо-западе 2,7 градусов мороза. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила -1 градус, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду, температура днем прогреется до 6-8 градусов. Ну, все мы знаем, что в последнее время участились звонки от мошенников. Так вот, бывший оперативник посоветовал, как одной фразой можно вычислить такого телефонного мошенника. В нашей студии новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Что это за фраза? Нужно спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета человека, который вам звонит. После этого мошенники обычно сворачивают разговор. Также, по словам оперативника, если звонивший представляется сотрудником органов, а такое в последнее время встречается очень часто, то можно попросить прислать официальную повестку и положить трубку. Ну а теперь к главным событиям. Уровень воды на реке Лени поднялся на 72 сантиметра. По данным на 20 часов вечера 17 мая у гидропоста Якутск уровень воды достиг 4 метров 11 сантиметров. По Адамовской протоке идет густой ледоход. У гидропоста Табага прирост составил 20 сантиметров до 6 метров 60 сантиметров. Наблюдается средний ледоход. По информации ЕДДС на сегодняшнее утро на границе поселка Кангаласы и Намского района лед встал. У Графского берега уровень воды чуть более 5 метров при 9,5 метрах критических. На реке Алдан у села Арбын вода прибыла на 6 сантиметров. Уровни также ниже критических отметок. Почти полсотни поправок поступило в Госдуму для обеспечения послания президента. До конца весенней сессии они будут рассмотрены и приняты. Об этом сообщила депутат от Якутии Галина Данчикова на онлайн-встрече с журналистами. Речь идет о ежемесячном пособии на детей от 8 до 16 лет и пособии по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Также ожидается внесение инициатив, направленных на внедрение принципов социального казначейства, совершенствование законодательства об ответственности за уклонение от уплаты алиментов, бесплатную подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте и так далее. Сейчас депутатами Государственной Думы будет приниматься решение в оперативном порядке принимать законы в реализацию послания президента для того, чтобы они уже сегодня начинали работать. Это вот те выплаты, которые я называла социальные, это вопросы, связанные с подготовкой закона о внесении изменений в закон о газификации, это подготовка закона и программы по социальной поддержке, закона по экологической ответственности бизнеса. Эти все законы должны быть приняты в самое ближайшее время.
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении депутатский законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Предлагается запретить выдавать лицензии россиянам с 2 и более погашенными судимостями. Это также коснется лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду или передачу управления нетрезвому. Также законопроект предусматривает запрет на рассмотрение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Менее 2 месяцев осталось до одного из главных спортивных событий лета – игр Манчары. В селе Бердигистях отработала режиссерско-постановочная группа. Она посетила главный спортивный объект – стадион, провели встречу с населением, специалистами и руководством района. Обсудили вопросы культурной части, технические моменты. Планируется участие около 3000 человек и использование новых технологий. Основная проблема – это вакцинирование населения. Вот этот коронавирус, да. Сейчас уже встал вопрос о том, что если население не вакцинируется, то уже мы должны или сократить, да, вот, население, участников, соответственно, сценарий тоже поменять. К этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну а прямо сейчас с нами на прямой связи находится наш коллега Александр Хавренко с последними новостями по прохождению ледохода в столице. Александр, доброе утро. Скажи, какая гидрологическая ситуация в эти минуты? Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Доброе утро, Якутия, доброе утро, коллеги. Мы сейчас находимся в районе Даркылаха, где установлен гидрологический пост. Буквально несколько минут назад сюда приезжали специалисты службы спасения и ГИМС, чтобы замерить уровень. Вот вы можете видеть тот самый уровень, а буквально 15 минут назад он стоял вот на том месте, где стою я, то есть где-то сантиметров 20 от воды, и они отмечают, что вода упала. Вода упала сильно, примерно сантиметров на 15 по сравнению со вчерашним днем. Сейчас, как вы видите, я сейчас попрошу оператора показать реку. Река в районе Даркылаха практически чистая, льда очень мало, и то, что есть, очень быстро движется. По оперативным данным, сейчас лед уже дошел до поселка Кангаласы. То есть город, он пока проходит нормально. Сейчас единственная опасность – это затор в районе Кангаласа. Если он образуется, тогда будут приниматься меры. Но на данном этапе, на данное время ледоход город прошел, и гидрологическая ситуация в городе стабильная. Коллеги? Спасибо, Александр. Ну что, я думаю, что гидрологическая обстановка пройдет как можно мягче у нас в этом году. По ситуации по прохождению ледохода в Якутске и в пригородах смотрите в следующих выпусках новостей на нашем телеканале. Да, коллеги, у меня все. Мы обязательно будем следить и держать вас в курсе. Спасибо, Александр. До встречи. Ну, а есть люди, для которых встать с кровати – это настоящий подвиг. Они с трудом расстаются с подушкой, вяло завтракают и практически в бессознательном состоянии идут по своим делам. Казалось бы, что единственное, что может прийти на помощь – это лошадиная доза кофеина. Действительно, но однако кофе является не единственным и уж точно, наверное, не самым здоровым способом взбодриться, проснуться окончательно. Мы, в свою очередь, предлагаем вам абсолютно здоровый способ, шикарную разминку, которая моментально зарядит вас энергией и хорошим настроением. Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное.
Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны. И раз, два. Больше скручиваемся. 3. Выдох. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь тянемся к полу. Максимально растягиваем бицепс бедра. Остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги. Вращение бедра в бок. И раз, два, 3. Держим равновесие. 4. Переходим к другой ноге. И раз, два, 3. Не торопимся. Дыхание ровное. 4. И теперь немного кардио. И раз, два, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, два, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Доброе утро. Ну, как мы уже говорили, сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. В настоящее время насчитывается более 20 тысяч музеев, и по всему свету они отмечают этот праздник. Руслан, а в каких музеях мира посчастливилось побывать тебе? Ну, за границей, если говорить о загранице, то я вот вспомнил, что был в музее ретро-автомобилей Toyota, который находится в Токио. Это буквально было в позапрошлом году. Ну, а из таких самых известных это, конечно, Третьяковская галерея. Я за границей, к сожалению, еще не была, но побывала в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Ну, конечно, он не может не впечатлять. Ну, а мы, в свою очередь, поздравляем всех музейных работников с профессиональным праздником. Какие еще даты и события, связанные с сегодняшней датой, смотрите в нашей рубрике. 18 мая – Международный день музеев, День Балтийского флота ВМФ России и День памяти жертв депортации народов Крыма. Сегодня стартует международный конкурс эстрадной песни Евровидения, 65-й по счету. Россию на нем представляет певица Манижа. Сегодня также День розовой пантеры, отмечается с 2015 года. Розовая пантера – это известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов. По народному календарю, если сегодня идет монотонный дождь с перерывами, погода еще ухудшится. Если большие облака идут с юга на север, это к дождю. 18 мая 1642 года в Канаде основан город Монреаль. В 1703 году в этот день русские корабли одержали победу над шведскими парусными кораблями в устье Невы. 18 мая 1048 года родился Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном и философ. В 1868 году в этот день появился на свет Николай II Романов, последний российский император. 18 мая 1872 года родился Бертран Рассел, английский математик, философ, общественный деятель, нобелевский лауреат. В 1920 году в этот день родился Иоанн Павел II, глава Римско-католической церкви с 1978 по 2005 год. Иоанн Павел II – 264-й папа римский. Именины в этот день празднуют Адриан, Ирина или Арина и Яков. Ну, а сотрудники Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского встречают сегодняшнюю дату по-особенному. Сегодня в нашей студии сотрудник отдела истории Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского Сергей Слепцов. Сергей Геннадьевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Любой экспонат в музее обретает новую жизнь и несет в себе бесценную информацию. Музей является одним из крупнейших музеев на северо-востоке России. Он обладает большим собранием памятников, истории и культуры народов Якутии. Как идет работа по наполнению материалами? Экспонаты попадают в музей разными способами, можно по-разному комплектовать фонды. Бывают музейные экспедиции по сбору экспонатов. У нас музей о всей Якутии, экспедиции могут по-разному
в разные районы, бывать там по результатам археологических раскопок музей может пополняться. А также, естественно, это различные дарения, которые делают жители Якутии, фонды музея. Это вот основные способы пополнения коллекций. Ну, могут быть и немножко другие еще. А если говорить о научно-исследовательской деятельности музея, по каким направлениям сейчас работаете? Одна из вообще 3 главных функций музея – это исследование, да, своих коллекций. Ну, вообще исследования коллекции, они идут постоянно, этим занимаются научные фондовые работники, изучая вот те предметы, которые к нам попадают как раз такими способами различными. Их там требуется описать, соотнести, ну, проанализировать, да, и по результатам получаются научные статьи, научные каталоги, подобные вещи. Скажите, вот музей тесно работает с российскими и зарубежными музеями, международными музейными организациями. Можете рассказать о музейных совместных проектах? Да, можно сказать вот о том, который недавно был и который скоро будет. Вот недавно, например, в марте была совместная выставка Якутского музея, Музея истории города Хабаровска и Дальневосточного художественного музея. Это выставка «Путь землепроходца». Она стояла в городе Хабаровске, мы туда возили как бы свою коллекцию, рассказывали о истории там, 17 века, освоении вот, Восточной Сибири и Дальнего Востока. А, например, в следующем месяце планируется совместная выставка с Национальным музеем Татарстана. Вот у Татарстана 100 лет создания республики отмечается, и мы туда выезжаем тоже с нашей коллекцией об этнографии народов Якутии. То есть практически вот через месяц есть такая работа совместная. Ну а в рамках празднования Международного дня музеев что-то запланировано? Возможно, открытие каких-то новых выставок? Что ожидать посетителям музея? Ну вот, да, сегодня Международный день музеев. Кстати, вот поздравляю всех коллег и жителей Якутии с этим праздником. Мероприятия, да, идут уже, они начались еще в субботу, когда прошел музейный пикник и ночь в музее, правда, в основном в онлайн-формате, но были и офлайновые мероприятия. Сегодня, например, день открытых дверей в музее. То есть все посетители могут к нам прийти бесплатно. И также еще в 20-х числах планируется открытие выставок, тоже посвященные этнографии. Да, ну вот пандемия, она внесла свои коррективы в работу всех музеев, но несмотря на это, все музеи мира перешли так на онлайн-платформы, да? Как музей перестроился на новый формат работы? Музей перестроился, да. Но сейчас мы как бы работаем в таком совмещенном режиме, хотя вот, да, ровно год назад был полностью онлайн-формат. Но у музея определенные, как сказать, наработки в этой области все-таки были. Мы как бы уже не сказать, что полностью заново, ну, как бы знакомились, да, с онлайн-форматами, но, да, вот такой вот опыт, в принципе, полезный. Перехода в онлайн, это различные, ну, собственно, нам и выставки приходилось открывать онлайн, да, но самый распространенный формат — это онлайн-лекции, онлайн-экскурсии, онлайн-встречи какие-то, да, с сотрудниками или гостями музея. Очень выяснилось, что это востребованный формат. И я думаю, что даже когда отменят вот эти вот ограничения коронавирусные, все равно музей продолжит в более расширенном формате как бы общаться с посетителями в онлайне, в интернете. Ну, очень полезный опыт, с одной стороны, да, надо из всего извлекать выгоду. А где можно узнать, допустим, в онлайн-режиме посетить музей или ознакомиться с лекциями? Можно посетить, ну как, для этого надо посетить интернет-ресурсы музейные. У музея есть сайт, где, в общем-то, есть все анонсы, архив вот мультимедийных выставок, которые мы делали. Ну а также интернет-ресурсы, это YouTube-канал музея, Якутский музей, там Instagram-канал, группа в Фейсбуке, в принципе, все это у музея есть. Ну, Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, также и всех работников музеев, и желаем успехов. Спасибо. Спасибо вам.
Ну а в городе Нюрба идут активные работы по благоустройству города. После полной реконструкции городского парка следующим этапом станет благоустройство реки Вилюя. Подробности в материале Кюнней Антоновой. Набережная реки Вилюй в городе Нюрба – это созерцательное и красивое место в любое время года. В прошлом году администрация города муниципального образования город Нюрба, выиграв в конкурсе «Малые города», полностью реконструировала городской парк культуры и отдыха. В этом году планируется обустройство набережной реки Вилюй. С Самокинки до устья Нюрбинки вот эта зона должна быть обустроена. Это где-то 1,5 километра. Очень длинная, но очень узкая такая территория, но исторически очень важная для Нюрбы. Получается, у нас Макинка это связано с освоением алмазной промышленности. Центр это наше уже, это наше все, это административный центр. Это вот отсюда во время войны уходили люди, последний путь свой. И здесь историческое место. И вот где спадает устье речки Нюрбинка, это уже как бы наша история, когда наши предки деревянными лопатами спустили очень большое озеро Нюрба. Вот все это надо объединить, и это должно получиться очень красивое, очень функциональное и востребованное место для Нюрбы. Проект по благоустройству набережной реки готов. Архитекторы из Казани представили свой проект населению, и с учетом мнения жителей района и нашим национальным менталитетом будут некоторые поправки. В основу концепции благоустройства набережной заложены такие принципы, как традиции и легенды народа Саха, проницаемость, открытость, разнообразие функций. Общий проект, сейчас сумма сметы не озвучена, но только по моим предположениям, если по парку взять, это где-то будет, общая сумма где-то будет 100 миллионов. Это предположение, может быть чуть меньше. Но федеральная программа у нас предполагает 40 миллионов только. Нет, 50 миллионов, половина этой суммы. Но никто же не исключает, что будет софинансирование с республики, софинансирование с района. И мы свои, скажем, может быть, 10 миллионов заложим, за 2 года. Но это за 1 год не делается, скажем, поэтапно будет. Первый этап центр будет, потом Макинка, потом вот эта сторона. А потом уже спустимся в Нюрбинку. Проект 7 километров, как раз вот этот весь круг, она получается 7 километров, 10 тысяч шагов. Это самое, как врачи говорят, это самое полезное расстояние, которое должен человек пройти за день. Так что, если даже вы никуда не выходили, надо выйти, пройтись, и все, возвращайтесь. Вы, получается, свою норму сделали. И можно спокойной душой спать. Создание пространства, где местные жители смогут больше времени проводить на природе, созерцая всю красоту величия реки Вилюй, жить в единении с природой, оберегая и охраняя ее. Вот самая главная задача благоустройства набережной реки в городе Нюрба. Кюнней Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, «Утро Якутии», Нюрба. Программа «Утро Якутии» продолжает наша традиционная рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы традиционно рассказываем вам, какой путь прошла республика за 20 лет в новом тысячелетии. Мы предлагаем перейти к теме личных финансов, труда и социальной поддержки. И сегодня речь пойдет о поддержке для многодетных семей и молодых родителей. Якутия в первой десятке регионов России по уровню рождаемости. За прошлый год в нашей республике родились почти 13 тысяч детей. Естественный прирост населения составил 4 тысячи человек. Власти уверены, это благодаря эффективным мерам, направленным на поддержку рождаемости, включая материнский капитал, выплаты на первого, второго и третьего ребенка, а также создание условий для работающих матерей, которые действуют в Якутии. Республиканский материнский капитал «Семья» при рождении третьего ребенка семье выделяется 139 тысяч рублей. Кроме того, семьям с уровнем дохода не выше среднего по республике полагается выплата на третьего и каждого последующего ребенка – более 18 тысяч рублей в месяц. Все дети из многодетных семей бесплатно обеспечиваются лекарствами. Малообеспеченным положено еще и бесплатное питание, компенсация платы за детский сад и материальная помощь на покупку детской одежды. Многодетные семьи, которые воспитывают 5 или 10 и более детей, могут получать социальную выплату на приобретение или строительство жилья, размер которой составляет 35% от расчетной стоимости жилья.
Согласись, Руслан, да, чем больше детей, тем больше счастья, наверное, в жизни родителей. Действительно, да, дети – цветы жизни, но, с другой стороны, это, конечно, большая ответственность и большой труд. Да, желаем всем многодетным семьям в этом бесспорно ответственном деле успехов в воспитании нового подрастающего поколения. Ну а мы, в свою очередь, ко Дню защиты детей телеканал «Якутия-24» объявляет конкурс рисунка. Телеканал «Якутия-24. Глазами детей». Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеканале. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным группам – с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет. Итоги и награждения состоятся 1 июня в День защиты детей в прямом эфире «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа формата А4 в любой технике. Это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель или цифровой рисунок. Работы принимаются в электронном видео по адресу nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков». Принимаем мы их до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и месте жительства. Лучшие работы будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня. А авторы 3 лучших работ, которые выберет жюри, будут награждены призами и грамотами. Ну что, участвуйте в нашем конкурсе, посвященном Дню защиты детей. Ну а далее наш выпуск продолжит обзор экономических новостей. Нюргюяна Иванова расскажет о текущей ситуации в сфере промышленности Якутии. Главгосэкспертиза России одобрила проект разработки второй очереди месторождения Дражное в Аймыконском районе Якутии, эксплуатацию которого осуществляет Тарынская золоторудная компания. Мощность объекта составит 1 миллион 350 тысяч тонн руды в год. Первая очередь освоения предполагает добычу 700 тысяч тонн руды ежегодно. Как следует из материалов ведомства, документации предусмотрено строительство 3 площадок открытых горных работ – карьеров Дражный, Перешеек и Террасовый. На территории будут обустроены технологические дороги, нагорные водоотводные и водосборные каналы. Кроме того, одобренный проект предполагает создание отвода поверхностных сточных вод с площадок карьеров Дражный, Перешеек и Террасовый по водосборным каналам и нагорным канавам в пруды-отстойники с последующим отстаиванием не менее 24 часов. Дальнейшая очистка предварительно осветленных поверхностных стоков будет производиться на локальных модульных очистных сооружениях. Компания «Алроса» в январе-апреле текущего года выручила 1 миллиард 56 миллионов от реализации алмазно-бриллиантовой продукции. Данный показатель почти на 70% превышает результаты в аналогичный период 2020 года. Как сообщает пресс-служба организации, основной объем полученных средств традиционно приходится на продажи алмазов и шлиф-порошков. В годовом сопоставлении рост составил 68%. Кроме того, компания более чем в 2 раза увеличила выручку от реализации бриллиантов до 51 миллиона долларов. Значительный объем продаж был зафиксирован в апреле, так выручка от реализации алмазов составила 383 миллиона. В продолжение темы «Алроса» намерена приобрести 7 карьерных самосвалов на производственную площадку Айхальского ГОКа. Начальная цена закупки составляет 24 миллиона долларов. Как следует из материалов тендера, поставка 4 автосамосвалов марки «БелАЗ» ожидается в первом квартале 2022 года. Еще по 1 единице техники компания рассчитывает получить ежегодно до 2026 года. Это «Утро Якутии» на канале Якутия-24, НВК Саха. Мы всем желаем отличного настроения и напоминаем про наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, по которому вы можете кого-нибудь поздравить, например, своих родных и близких, и мы обязательно зачитаем ваши поздравления в прямом эфире. Ну а после небольшого перерыва вас ждет конкурс от Национальной библиотеки, а также мы поговорим подробно о посадке картофеля. Оставайтесь с нами. Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Катерина Винокурова, Руслан Ачиров. Утро Якутии, 18 мая на календаре.
Дорогие друзья, мы вновь рады приветствовать Василия Радченко, новостного обозревателя в нашей студии, который подготовил для вас интересные новости на этот час. Норматив стоимости квадратного метра жилья могут увеличить на 13%. Во втором полугодии он составит 55 720 рублей. Приказ принадлежит Минстрою России. Отмечается, что на первое полугодие он составляет 49 173 рубля. Таким образом, рост может составить 13%. Нормативы стоимости квадратного метра применяются при расчете различных социальных выплат по госпрограммам, либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов будет организована в 13 пунктах в Вилюйском районе. Там в этом году школу закончат 2500 ребят. 234 сдают ЕГЭ, 13 выпускной экзамен. Выпускников 9 классов почти 350, 300 из которых сдают основной государственный экзамен. Все итоговые аттестации проведут в соответствии с санитарными требованиями. Все пункты проведения экзаменов обеспечены дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками, кулерами, одноразовыми стаканами. Всего будут задействованы 326 работников. Все работники прошли обучение, прошли инструктажи по требованию Роспотребнадзора, организация экзаменов в соответствии всех санитарных требований, приход участников в пункты проведения экзаменов по графику, рассадка участников в аудиториях с соблюдением социального дистанцирования, предусмотрено помещение под изолятор. Хорошая новость для желающих поступить в Чурапчинский институт физкультуры и спорта. Там выделили 276 бюджетных мест. Набор ведется по 3 уровням образования. Это среднепрофессиональное, бакалавриат и заочное обучение. Кроме этого, 35 мест выделено по профилю безопасной жизнедеятельности. Абитуриенты, подавшие документы на среднее профессиональное образование, могут поступить по итогам среднего балла аттестата, а те абитуриенты, которые имеют результаты единого государственного экзамена, могут подать документы на высшее образование в бакалавриат. А также абитуриенты, имеющие диплом среднего профессионального образования, также могут подавать документы на бакалавриат и сдавать все вступительные испытания дистанционно. Приемная комиссия в этом году будет работать только в дистанционном формате. Абитуриенты могут подать документы в информационной системе или могут через операторов почтовой связи. Проект «Трудовой отряд мэра» продолжит работу в этом году в Нерюнгри. Программа летней занятости для молодежи впервые стартовала год назад. Активисты от 14 до 18 лет сделали первые шаги к взрослой жизни и получили трудовой опыт. Участники проекта нашли много плюсов в своей деятельности. Это запись об официальном трудоустройстве, финансовое вознаграждение, приобрели знания и новые знакомства. Основным фронтом работ молодежи была уборка и благоустройство родного города. Кроме того, ребята помогли культурным учреждениям, взаимодействуя с общественными организациями. В этом году отряд мэра набирает 30 молодых людей на трудоустройство на 3 смены, июнь, июль и август. Поступило большое количество заявок, их было более 460. На 30 рабочих мест конкурс среди молодых людей был очень большой, поэтому те ребята, которые прошли, они являются достойными кандидатами на то, чтобы получить место в отряде мэра. Мы принимаем в отряд преимущественно ребят, которые оказались в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, поэтому наша задача не только дать возможность заработать деньги, но и так или иначе социализировать молодых людей. И на этом пока все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Национальная библиотека продолжает проводить специальные конкурсы для любителей чтения. Да, на этот раз сотрудники подготовили интересные конкурсы, интересные вопросы для телезрителей, которые внимательно смотрят нашу традиционную рубрику «Книжная полка». Доброе утро! Из 3 прошедших выпусков я традиционно подготовила вам викторину. В первом выпуске мы рассказывали про книгу «Пардус» писателя Евгения Гаглоева. В нем написано, что мальчик превращается в такое некое существо под названием Пардус. Внимание, вопрос: кто же такой Пардус? Во втором выпуске моя коллега рассказала про книгу «Холод» всемирно известного писателя, нашего земляка Андрея Геласимова. В связи с этим у меня вопрос. Кто был по профессии главный герой книги «Холод» Филиппов?
Третий выпуск книжной полки был посвящен фундаментальному труду библиографа-краеведа Николая Николаевича Грибановского в библиографии Якутии. Николай Николаевич Грибановский является основоположником библиотечного и музейного дела Якутии. Также он состоял в разных научно-просветительских учреждениях и издавал газеты и журналы. И еще известен тем, что он был руководителем Национальной библиотеки Якутии. В связи с этим у меня вопрос. Каким крупным учреждением Якутии в 1920-х годах руководил Николай Николаевич Грибановский? Все ответы вы можете прислать на адрес электронной почты victorina.nb@mail.ru. Победитель получит от имени Национальной библиотеки памятный приз. Всем удачи! Катя, вот как ты думаешь, как правильно ставится ударение в слове Facebook или Facebook? Ну, мне привычнее ставить ударение на первый слог Facebook. Угу. Ну, я знаю, что носители языка предпочитают ставить ударение на первую гласную. То есть я права, да? А я слышала, что так и так это не ошибка. То есть и на второй слог, и на первый слог. Но в этом спорном моменте к нам на помощь приходит наша рубрика «Говорим правильно». Добрый день, уважаемые телезрители. Когда мы говорим о таких словах, как Facebook, я сразу вспоминаю слова Александра Сергеевича Пушкина, который утверждал, что русский язык переимчив и общежителен. То есть он легко усваивает иностранные слова, если они необходимы. Конечно, слово Facebook нам необходимо, поскольку это название крупнейшей социальной сети в мире. Однако при усвоении этого слова русским языком возникает вопрос, как его писать, с буквой «э» или с привычной буквой «е». Пока на этот вопрос однозначного ответа академические орфографические словари не дают. Но не нужно думать, что ученые так легко относятся к новым словам. Вовсе нет. Просто нужно время для того, чтобы слово, во-первых, прочно вошло в язык, а во-вторых, чтобы общество само определилось со своими предпочтениями. Как ему лучше, с буквой «э» или с буквой «е». Давайте говорить правильно. Всего доброго! В Геленджике расцвела глициния. Это крупная древовидная лиана семейства бобовых. Ее можно назвать настоящим цветущим чудом, так как несколько раз в год растение покрывается разноцветными гирляндами нежных цветов, похожих на струи красочного дождя с приятным сладковатым ароматом. Глицинию высаживают в парках и садах. Она производит неизгладимое впечатление на любого прохожего. Это растение выращивается в субтропических лесах Китая и Японии, хорошо растет в Причерноморье и на юге России. Селекционерам удалось вывести несколько морозостойких сортов, пригодных для умеренного климата. И такая красота радует глаз жителей Геленджика. Но в Якутии сейчас горячая пора. Скоро начнется посевная кампания, и дачники готовятся к посадке картофеля. Сегодня в нашей студии научный сотрудник лаборатории картофелеводства и агроэкологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Анна Протопопова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, в сельскохозяйственном производстве Якутии картофелеводство занимает одно из ведущих мест. Что в первую очередь нужно учесть при посадке картофеля и как правильно подготовить почву для посадки? Так, как вы правильно сказали, картофель занимает одно из лидирующих мест у нас в производстве, да, в Республике Саха-Якутия, и занимает около 9 тысяч гектаров в среднем. И где-то 70% из них находятся на частном секторе. То есть возделывают его частники, любители, садоводы, огородники, да. И что нужно учесть при посадке картофеля? В общем, для получения стабильных высоких урожаев картофеля, да, это обязательно наличие сортов, хороших местных районированных сортов, которые будут давать стабильные урожаи, которые будут, вот, допустим, скажем, для чего нужны районированные сорта.
Районированные сорта у нас есть такие, как Вармас, Тулунский ранний, Невский, Любава, Якутянка и Северный. Все они районированы у нас в Республике Саха-Якутия. И они должны дать, они в среднем дают, у нас средняя урожайность картофеля составляет от 7 до 10 тонн на гектар. Это очень низкий показатель сейчас на данном уровне. При технологии все эти сорта должны давать от 15 до 20 тонн на гектар. Это даже максимальная урожайность сорта якутянка, да, она при соблюдении всех циклов технологий возделывания, да, она составляет 356 центнеров. Это 35 тонн она должна давать в среднем. Это максимальная урожайность этого картофеля. И обязательно, как сказала, вот наличие сортов. А вот многие частники, огородники, они покупают даже и хозяйства, они завозят привозные сорта российской селекции, привозят, которые они, ну, первые 2 года, да, они, конечно, дадут очень хороший стабильный урожай, но со следующего, с 3-го года они начнут, как сказать, урожай будет теряться. Они, как вот и говорили, они будут давать 7 тонн с гектара. Это будет минимальный показатель, который, ну, сколько посадили, столько и забрали, можно сказать, да. Да, ну картофель, согласитесь, это удивительный корнеплод. Да. И при грамотной посадке, да, из одного ведра можно получить 10 ведер. Да, и вот обязательное условие, ну, в последнее время у нас не только вот наличие сортов, да, у нас снижается плодородие почвы. Снижается плодородие почвы, и почва, она становится засоленной в последние годы. Потом, почему это происходит? И, соответственно, теряется также урожай картофеля из-за этого. Многие пользуются минеральными удобрениями с почвы, они не работают, все выращивают все время бессменно. Ну, дача есть, следовательно, мы бессменно сажаем картошку, возделываем картошку на одном месте. Следовательно, у нас плодородие теряется, следовательно, у нас с каждым годом урожай также, мы картофель тоже питаем. То есть постоянно нужно менять место, да, посадки? Да, желательно менять, желательно как-то соблюдать севооборот, то есть картофель нужно как-то менять местами, чтобы земле дать отдохнуть, да? Земле дать отдохнуть. И не только просто отдохнуть, просто нужно заниматься землей, с почвой. Многие вносят, вот я как сказала, минеральные удобрения, да, которые восполняют только дефицит элементов питания для самого растения, то есть для картофеля. А с почвой мы не работаем. А с почвой нужно восполнять. Дефицит органического вещества нужно тоже восполнять. Ну, для, конечно, режиме вот этого эфира все, конечно, подробно рассказать не получится. Поэтому все наши специалисты нашего научно-исследовательского института, специалисты, да, они вам подробно в каждом случае. Это нужно останавливаться на каждом конкретном случае, с каждым, потому что почва у всех разная, семена, как мы сказали, тоже у всех разные. Поэтому нужно останавливаться на каждом конкретном случае, поэтому разбираться, как сказать. Поэтому, ну вот самые эти, как сказали, чтобы получить урожай, нужно сорта хорошие иметь и заниматься землей. А какие-то новые технологии посадки приходят сегодня? Так, ну в основном вот эти все нужно придерживаться основной, вот наш институт разработал основные зональные технологии, да, конкретно для нашего региона, для Республики Саха-Якутия, и придерживаться вот этой зональной технологии. Никаких таких особенных, ну просто вот с привозными сортами привозятся очень много болезней, картошка тоже болеет, гниет, поэтому меняются средства борьбы с ними. Следовательно, это все вносится тоже в технологию, и институт проводит испытания на своем полигоне и, соответственно, вносит какие-то коррективы в эту технологию возделывания картофеля. А какие сорта вы бы рекомендовали бы тогда? Ну, сорта картофеля, такие как вот именно местной селекции. Наш институт создал 2 сорта. Это якутянка, красноклубневый сорт. Как я говорила, у него потенциальная урожайность очень высока при соблюдении технологии, и сорт Вармас. Вот эти 2 сорта, Вармас, он является белоклубневый, но он выведен в Эстонии. Но он уже адаптирован в условиях проверен годами, поэтому он очень дает стабильный. Вот эти при даже каких-то неблагоприятных условиях, вот эти 2 сорта, они являются, ну как сказать, флагманами у нас.
Ну, я, кстати, у вас есть какие-то советы, вот, например, как правильно, например, вот собрать картофель? Ну, по крайней мере, то, что я знаю, нужно выбрать какую-то среднюю такую картофелину. На следующий год их оставляют, потом дают прорасти. Вот насчет этого, да. Вот многие огородники, семенной материал, он обычно хранится 7 лет. 7 лет, потом этот семенной материал нужно возобновлять, потому что он, как бы сказать, теряет свою... с поколениями он теряет свойства? Да, свойства, он вырождается, можно сказать, вырождается, поэтому после 7 лет нужно семенной материал заново его приобретать, и лучше это делать, конечно, в специализированных хозяйствах или учреждениях, таких как наш институт, потому что, ну, как говорились, тоже отбор проводится у нас в течение всего лета по разным показателям. Во время вегетации, как повел себя, как растет этот куст, сколько он дал, все вручную собирается, поэтому нужно вот менять семенной материал, желательно менять. Ну, я, кстати, не очень хороший огородник, да, как бы у нас просто была раньше дача. Есть семена картофеля или вот, допустим, к вам приходят в институт и вы даете семена или уже проросшие клубни? Клубни. Ну, называется, мы по своим научным этим говорим семена, но клубни. Клубни. Семенной материал, клубни продает наш институт. Наш полигон находится в городе Покровске, и там с марта месяца начинается реализация вот этих элитных продукций. Репродукции картофеля. Но мы знаем, что в эти дни сотрудники Якутского научно-исследовательского института куда-то выезжают, да? Да, мы уже, наши сотрудники все выезжаем постепенно на наши полигоны, которые, вот я как сказала, они находятся на территории Хангаласского улуса в городе Покровске. И там проходят испытания по нашим темам, по направлениям, какие, по селекции картофеля, по защите растений. И все сотрудники сейчас уже на полях, готовятся к полевому сезону. Ну, спасибо большое вам. Да, удачи в этом сезоне. Спасибо за такие полезные советы этим утром. Спасибо. И пусть этот год будет урожайным. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. У нас на очереди... Да, Ленинградский зоопарк отмечает особую дату. Питомцу зоопарка Адаму исполнилось 15 лет. Он приехал в зоопарк из Красноярска совсем маленьким, ему было всего полгода. А спустя время к нему привезли в пару львицу Таисию, с которой они стали практически неразлучны. Адам всюду следует за Тасей и остается спокойным и невозмутимым, даже когда она демонстрирует свой крутой нрав. Сотрудники подготовили сюрприз для юбиляра, в разные коробки спрятали вкусные кусочки мяса. Как настоящий джентльмен, Адам оставил кусочек для своей львицы. Ну а мы продолжаем знакомить вас с миром животных. У нас на очереди рубрика «Мой питомец». Психологи говорят, что люди, у которых дома появляется домашний четвероногий друг, становятся более стрессоустойчивыми и трудоспособными. Особенно в первые несколько месяцев. Они стараются побыстрее закончить работу, чтобы поскорее вернуться домой к своему другу. Но завести собаку не так уж и просто, как запутаться в огромном количестве пород. Как же выбрать ту самую породу, которая подходит именно для вас? Об этом мы расскажем в нашей рубрике. Доброе утро! С вами рубрика «Мой питомец». Меня зовут Людмила Московских. И сегодня мы с вами поговорим о том, как прежде всего приобрести собачку. Стоит это того или не стоит. Приобретая щенка, прежде всего понимайте, что вы берете в семью еще одного ребенка. То есть, когда родители приобретают собачку для ребенка, это будет собачка не для ребенка, а для вас прежде всего. Ребенок 2 недельки поиграется и все. Ему достаточно быстро это надоест. А вся ответственность упадет на вас. Выгулка, кормежка, дрессировка и все прочее на вас. Приобретая собачку, прежде всего, вы должны разобраться в себе. Какой темперамент у вас, какой характер у вас. То есть, если вы человек очень спокойный, не приобретайте добермана.
и даже, может быть, и немецкую овчарку, потому что это собака, требующая работы, выгулки продолжительной, дрессировки, нагрузки. Очень хорошенько подумайте, для чего вам эта собака. Для охраны, как компаньон, на выставке выставлять, или вы просто хотите собачку. Вот все эти вопросы, прежде всего, вам нужно продумать, разобрать, желательно на семейном совете, и после этого уже собачку приобретать. Но если все-таки вы хорошенько все обдумывали, все спланировали и решили приобрести питомца, воспитывая собачку правильно, дрессируя собачку, выращивая ее, вы получаете на выходе великолепного компаньона, друга, если это охранная порода, то великолепного охранника. И будете наслаждаться жизнью с такой собакой лет 10-12. Если же вы не вложитесь в нее трудом, не воспитаете, не выдрессируете, у вас будет ураган, а не собака, на протяжении 10-12 лет, которая будет мешать жить вам, жить окружающим, что самое главное, и даже может быть социально опасно. У меня со мной присутствует моя собака. Это немецкая овчарка Парабель, Флоришаль Парабель. Тихо, тихо. Это универсальная порода. Служебная, охранная, универсальная собака. И если ее правильно воспитать, то это ваш телохранитель, это ваш друг, компаньон, охранник вашей собственности. Все в этой собаке как бы складывается. Но эта порода достаточно физически сильная и требует больших нагрузок в выращивании и воспитании собачки, конечно. А на сегодня это все. В следующий раз мы с вами поговорим о воспитании и дрессировке питомцев. Желаем мы вам с Парабелькой доброго утра, хорошего дня. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Доброе утро. Мы напоминаем, что наш телеканал «Якутия-24» запускает конкурс рисунков глазами детей. Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеэкране. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным группам с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15. Итоги и награждения состоятся 1 июня, в День защиты детей, в прямом эфире программы «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа формата А4 в любой технике. Это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель или цифровой рисунок. Работы принимаются в электронном виде по адресу nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и месте жительства. Лучшие работы будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня. А авторы 3 лучших работ, которые выберет жюри, будут награждены призами и грамотами. Руслан заметил, вчера все новости были про Евровидение, которое, кстати, состоится уже сегодня. И в команде «Манижи», которая как раз-таки представляет Россию, есть наша якутянка Юлина Попова. Да, Юлину Попову очень хорошо знаю. Я тоже знакома с ней, и не могу не нарадоваться за поэтому ее будем болеть. успехи. Болеть, конечно же, еще сильнее, да, за нашу команду. Вот, желаем им удачи. Ну и, конечно, вам, дорогие друзья, мы желаем продуктивного дня и отличного настроения. Увидимся завтра на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Оставайтесь с нами.